вот в детстве музыка сколько времени в день у вас занимала? Нас забирали, нам надо там где-то играть на концертах, где-то в Токмаке или там в Беловодске. Как получилось, что вы вдруг оказались в Америке? Как-то сориентируешься, особенно без языка. Музыканты, народ, может быть, не сильно общительный. Вы звонили родителям, жаловались? Да, ну, конечно, было такое тоже. По пальцам вас не били? Нет, нет. Вы заметили ваши способности сразу, да? Сейчас я сама преподаватель, преподаю, так как музыка сопровождалась везде и всюду. Вы когда-нибудь испытывали зависть творческую? Суровое советское время, это, конечно, все непросто. Да, я, конечно, благодарна своим родителям, во-первых, что они так поддержали. Кайры, я рада приветствовать вас. И мне было очень приятно познакомиться с вами. Объясню почему. Почитав ваше резюме, я поразилась тому, что музыкант такого класса, кыргызска, и мы ничего не знаем о ней. Ну, я в музыкальных кругах о вас знаю, безусловно, да. Но вот в общем вас публика не знает. Меня поразило это просто. Вот. И плюс вы сами такая скромная, такая очень, очень женщина, которая располагает к себе. Вот. Я очень рада, что вы у нас, и очень рада побеседовать с вами. Спасибо, спасибо огромное за приглашение. Это такая большая честь для меня быть здесь, в Акипрессе. Очень наслышана, всегда читаю, слежу за новостями. Это такое счастье вообще. Особенно для тех, кто за рубежом, далеко от родины, вдали. И, конечно, для нас всегда важно наблюдать, всегда смотреть, что происходит. И вы так прекрасно освещаете новости. Для нас это, конечно, большое-большое счастье, можно сказать, что такой, как сказать, чтобы вот через интернет мы вот так вот какое-то общение как бы такое с родиной, с родиной, да. И огромное спасибо за приглашение. Тоже мне очень приятно с вами познакомиться. И большая честь быть в вашей студии. Спасибо большое, спасибо. Мне очень приятно. Начнем прямо издалека. Вы в Бишкеке родились, да? Да, да. Расскажите, как получилось, что вы вдруг оказались в Америке? Ну, конечно, я младшая в своей семье, нас 4, папа, мамы, и самая младшая, у меня был брат покойный, и 2 сестры, и я самая младшая. И сестры уже учились в школе имени Мукаша Абдраева, в специализированной нашей школе, единственной в республике. И вот я, как младшая, тоже по следам. То есть семья музыкантов, да, получается? Да, мои сестры оба учились в Мукаше Абдраеве. А родители? А родители не музыканты, папа юрист, и мама, они оба пенсионеры уже, а мама работала всю жизнь в Чернышевке в библиотеке, и потом уже имени Ленина в национальной. Получается, что все дети профессиональные музыканты, да? Нет, только я пошла уже дальше, но сестра старшая, она тоже закончила Абдраевку как пианистка по специальности фортепиано. Потом она закончила Периал, и получила диплом по русскому языку и литературе. Затем она вернулась в консерваторию на вокальном, заканчивала вокальный. Да, сейчас она работает в институте имени Таштана Ерматова. Она там аккомпанирует певцам, и помогает певцам, и сама поет. Так что она профессиональный музыкант. И одновременно она еще закончила юридический. Средняя моя сестра, она тоже училась немножко в Абдраево, но потом она перешла в такую общеобразовательную школу, номер 5. Но она кандидат философских наук, и сейчас она работает. Так что, в общем, музыка у нас всегда в семье, все радуются, поют, и это часть как бы нашей, как традиционной кыргызской семьи, эта музыка для нас всегда большое дело во всех празднествах, и вообще как бы у нас в культуре, я так понимаю, что у нас всегда это только
приветствуется. Но у вас в семье музицировали родители, Да, да? да, папа на Ага. хомузе играл Ага. всегда, когда у Мгм. нас гости были, мама пела, и мы, конечно, это всегда слушали, наблюдали, и, конечно, учась в школе имени Абдраева, это как бы уже специализируешься с малых лет. То есть вы в 6 лет пошли, да, или в 7 лет? В В 7, первый да. класс вы Мгм. пошли в школу Абдраева. Да, да. Да. И вот вы пришли, я знаю, что мои знакомые, которые, ну, родственники даже занимались, для них это было просто сущим наказанием заниматься музыкой, да. Я думаю, что мне очень повезло в жизни, потому что у меня были прекрасные преподаватели. Сначала я попала к Белле Михайловне Зубок. Она была моя первая преподавательница по фортепиано. И потом перевели меня к Фаине Ефимовне, моей очень любимой, дорогой учительнице Фаине Ефимовне Хармац. Она была очень знаменитой пианисткой в Кыргызстане в то время еще. И муж у нее композитор кыргызский Михаил Григорьевич Бурштин. Потом они эмигрировали в Израиль, и потом я к ним еще ездила, уже будучи студенткой в Москве, в Гнесинах. Я ездила к ним навещать, и там был конкурс пианистов, так что полезно было, с приятным. И потом вот года 2 назад я еще раз ездила туда навещать уже Михаила Григорьевича Бурштина. У нас очень, они как бы мои музыкальные родители, можно сказать, которые наставляли меня. Ну и затем, когда уже закончила школу нашу, я поступила в Академию музыки имени Гнесиных в Москве. Там проучилась у Веры Борисовны Носиной, прекрасный педагог, тоже замечательный наставник. Дорогая Кайра, не торопитесь. Вот вы пришли в первый раз в музыкальную школу. Мгм. Вот эти чувства услышьте, вспомните, пожалуйста. Ну, конечно, я думаю, что как бы все казалось настолько натуральным, настолько органичным. И так как музыка сопровождалась везде и всюду, и дома, и в школе, и преподаватели у нас в школе замечательные всегда были, так что я как-то даже не задумывалась, почему вот привели нас сюда или туда. И наша школа, она настолько была, нас так везде и всюду, на концертах мы выступали, бесконечные были конкурсы, то там кыргызских композиторов произведения, чтобы мы всегда играли произведения на конкурсах. Республиканские были и среди Центральной Азии, Казахстан. Все время нас куда-то готовили, и были шикарные программы. Мы даже не задумывались, это было просто частью нашей жизни. И все, кто приходил в школу Абдраева, нас уже как-то так интенсивно готовили уже к То есть профессиональной никаких жизни. сложностей не было, да, вот в освоении? Ну, как бы занимались, и По всё пальцам вас не время. били? Нет, потому что я поэтому вам сказала, что мне, наверное, очень повезло с преподавателями. У меня были такие замечательные преподаватели, которые вдохновляли. Вот Фаина Ефимовна просто садилась и играла, и демонстрировала, как играть, показывала, где какие пассажи или что. И я просто не могла даже... Мне показалось, что это я такого никогда в жизни не слышала. Я просто останавливалась, даже не могла, мне кажется, переставала. Так казалось, что я переставала дышать, что от такого восторга, как такого мастерства ее. И она сама человек очень тонкий и мягкий, никогда не повышала голос. И для меня это было еще больше таким... Я так восхищалась, говорю, такой педагог замечательный, такого уровня, и никто на меня не кричит, и так объясняет, с любя, очень нежно и с таким большим терпением. Я думаю, что это мне, наверное, Стало вот основой, да, вот просто вдохновило, просто, можно сказать, на всю жизнь. А вас как бы заметили ваши способности сразу, да? В школе вот Абдраева, вот Фаина Ефимовна, она была доцентом в Кыргызской государственном институте искусств и была часовиком в школе Абдраева, так что она была приглашенным профессором. И у нее было только 2 ученика, и вот нас передали. Просто так повезло, что они меня передали ей, и что вот я была ее ученицей. Потом я позже осознала, что
это такое везение, такая удача, что я к ней попала, потому что это уже уровень у нее вуза, а мы еще в школе, и иногда она приглашала, говорит, ну вот в школу я на следующей неделе не смогу, у нас стоят экзамены, приезжай в институт. И я ездила тогда еще маленькой в институт искусств, это был... Так приходишь, сейчас это консерватория, заходишь в храм искусства, можно сказать, да, и отовсюду вот такие уже солидные шедевры везде занимаются студенты, уровень. Я просто понимала тогда, что, ой, это вообще что-то невероятное. То есть казалось, что это что-то, знаете, сверхъестественное что-то, да. Особенно, когда вот такая музыка, соприкасаешься с таким искусством, и такие люди окружают. И она так настолько вдохновляла. И она не только по музыке, она как-то влияла очень, как человек сама. Изумительный человек, и ее доброта, и как она как к студентам своим трепетно относилась. Как человек, это всегда было просто, я не знаю, ну просто я настолько восторгалась ею. И, конечно, ее муж, этот Михаил Григорьевич, знаменитый был и есть сейчас в Кыргызстане пианист и композитор. И все эти обработки он кыргызский күй для фортепиано переделал, вот этот Машпотой, все эти транскрипции для фортепиано, всех наших шедевров, и можно было исполнять их всех на фортепиано. Вот, то есть все это вообще было что-то, вдруг я поняла, что, боже мой, это как что-то невероятное, такое везение, и я просто была очень благодарна, что вот так вот сложилось в судьбе, что я попала к таким прекрасным педагогам. Я думаю, что это большое счастье. Да. Это счастье, потому что да. это они... Ну, определила потом, понимаешь, вашу жизнь, да. Они практически, ну как, подарили мне профессию, и мастерством поделились, и как-то вот определили, как бы, можно сказать, судьбу, что вот в таком направлении все пошло. И я думаю, что это... Сейчас я сама преподаватель, преподаю, я понимаю, какой вклад имеет, какое... Что значит преподаватель? Что значит преподаватель, какое влияние какое они имеют влияние на ученика, вот растущий человек, и вдруг вот такие люди попадаются, и вот можно так повлиять, вдохновить. А вот интересно, да, вы преподаете в Америке, да? Да, да. У вас метод зеленой ручки или красной ручки? А что это значит? Метод зеленой ручки, когда воспитывают только на положительных, на том, что делается правильно в работе ученика. А метод красный, когда только указывается на недостатки. Интересно. Я думаю, что и то, и другое, наверное, какая-то есть, потому что нельзя только хвалить и говорить все прекрасно. Так, нет, если есть за что. Если да, есть за что. У нас обычно, да, сначала говоришь положительное, и потом говоришь что-то, что можно подправить, улучшить. Конечно, не без этого, то есть чем помочь, да, то есть подсказкой. И, конечно, еще, конечно, обязательно надо говорить, что еще уже хорошо получается. Иначе невозможно, так человек может скиснуть, грубо говоря, и скажет, ну, что, если ничего не получается, я так брошу и все. Кайжу, вы сейчас мне знаете, что рассказали? Это называется техника обратная связь высокого качества. Ровно вы по вот всем этапам ее, оказывается, преподаете. То есть сначала положительное замечается, потом что можно бы подправить и как улучшить. Да, я думаю, что это очень интересно еще с точки зрения, еще вот мы еще застали советское время, учились в советское время, и очень было все строго, и говорили только, что улучшить. И как-то, конечно, это очень здорово, потому что сразу тебе без никаких, тебе говорят сразу быстро-быстро, что плохо. Но с другой стороны, с психологической точки зрения, это большое такое напряжение, потому что тебе не говорят, как бы, стоит ли вообще улучшать? Вот, да, конечно. И с другой стороны думаешь, ну вот, и что тогда делать, да? Поэтому я думаю, что образование, когда я получала образование, московское образование, оно
с мировой точки зрения, из музыкального образования московское одно из лучших в мире. И потом я получала еще, училась в Америке, то есть она получилась, что я там тоже много чему училась, и помимо языка еще вот методика сама. То есть это вот вот когда и то, и другое. Вот а чем отличается такое, методика вот русская от американской? Принцип, наверное, вот корни те же. Просто вот принцип, как преподносить, может быть, немножко отличается. Просто дело даже, может быть, в каких-то культурных разнообразиях. Но вот так, как мы вот сейчас только что обсудили, мне кажется, комбинация и того, и другого, это вот именно хороший универсал. Я думаю, что в этом и кроется, наверное, секрет. То есть российская методика, она больше направлена на недостатки, на исправление недостатков, да? Нет, я помню, что моя преподавательница тоже говорила, что хорошо. Но, может быть, это было не так, может быть, часто. Вот если вот действительно хорошо, но достичь этого результата, как бы еще много-много работы. А в американском, наверное, тоже есть свои большие плюсы, но там много, наверное, дипломатии. Ага. Очень дипломатично, чтобы не травмировать там студента или ребенка. То есть говорят сначала вот какие-то положительные вещи. Но я сейчас думаю, это все, наверное, уже универсальное. Я не думаю, что это так, как мы уже в 21 веке. Я думаю, что это все уже универсально везде и всюду преподается, наверное. Да. А вот в детстве музыка сколько времени в день у вас занимала? Я занималась по 5 часов. По 6 часов, с первого по 7 класса? часов. Нет, с первого класса были только, наверное, где-то вот час, 45 час. Ежедневно, ну и потом уже больше и больше, потому что программа усложняется. А 5 часов уже в каком возрасте? Это уже когда уже в 7 классе. 6, 7, 8, когда уже определенные программы, конкурсы, и когда уже чувствую, что это уже не хватает времени. Да, и в школе, конечно, Абдраева у нас очень хорошо было все расположено по расписанию, что уроки у нас с утра, а после обеда все музыкальные предметы. Ну, а когда готовимся, допустим, к конкурсу или что, тогда все вот общеобразовательные преподаватели были в курсе, их оповещали, что вот у нас будет конкурс, если что, можно ли как бы быть более гибким, и разрешалось иногда свободное посещение, потому что иногда нас забирали, нам надо там где-то играть на концертах, где-то там в Токмаке или там в Беловодске или еще куда-нибудь. Если автобусы нас забирают, значит, мы пропускаем, но преподаватели как бы идут навстречу общеобразовательные, что понимают, что мы готовимся к какому-то конкурсу республиканскому или что-то в таком духе, что надо нас отпустить, так что очень лояльно как бы носились 7 класс, подружки, подростковый возраст, первая любовь. А вот когда время-то, вот смотрите, 5 часов вы занимаетесь, потом еще какие-то теоретические. А что вы делали вообще в свободное время? Вообще было оно у вас или нет? Очень ограничено. В свободное время мы ходили на концерты, в филармонию бегали, да. Если приезжают виртуозы Москвы, это, конечно, это мечта для всех попасть. И в театр, если там какая-то премьера, да, все, или там какое-то кино, книжка новая. Вот это были ваши подростковые удовольствия, да? Все были интересные какие-то такие, да. Я помню, что мы в Кыргызский драмтеатр тоже бегали. Да, и в русский драмтеатр. И какие-то были очень интересные, культурные, очень теплые воспоминания вообще с тинейджеровских времен. Я поражена, потому что мои воспоминания совсем иные, конечно. А вот подружки, там, подростковый бунт какой-то, вот это было все? Я думаю, что это все было. Наверное, просто оно как-то, может быть, все другое немножко более было ярче, интереснее. Я думаю, что это все было. И, конечно, подружки, все было, конечно. Все как.
У как, вас как сейчас положено. есть близкие подруги с детства? Да, да, мои одноклассницы, с теми, с кем мы здесь учились в Абдраево, мы тесно все дружим, да. И, конечно, с теми, где в Москве я училась, там тоже есть однокурсницы. Ну и потом, когда уже в Америке училась, там тоже большие друзья. Ну, мне кажется, вот музыка, специфика вот артистов или музыкантов через музыку, через искусство, наверное, очень много бывает знакомств и друзей. Через музыку как-то вот находишь друзей. Так, может быть, просто может быть, было бы не так легко, потому что музыканты народ, может быть, не сильно общительный, потому что нам надо все время много заниматься, и в основном заниматься это, если ты в оркестре, то ты с людьми, если ты в хоре, ты с людьми, а если ты солист или вот сидишь просто, вот занимаешься один, так это значит, ты много часов сидишь один. Поэтому не всегда, может быть, экстраверты, музыканты, потому что в силу профессии просто, да. И получается так, что ты находишь друзей, знакомых, вообще людей через профессию, через музыку, через зрителей, через вот через какой-то опыт такой музыкальный. Но, может быть, еще это связано с тем, что музыка, она очень влияет же на эмоциональную жизнь. Да. То есть какие-то вещи можно просто прожить, играя музыку, да? Да, может быть, и нет верно. такой нужды в том, чтобы вот испытывать эти эмоции в отношениях с людьми. Наверное, в этом что-то есть, да, потому что это очень глубокая такая профессия, именно внутренний мир, если ты вот чувствуешь, что, мне кажется, это большое счастье для артиста, для музыканта, если твой зритель что-то испытает, слушав твою музыку, если ты чем-то там тронешь нотки души, струнки души, это вот в этом. А вы что испытываете, когда играете? Ну, по-разному, смотря что играешь, конечно, разные произведения авторов. У Рахманинова, допустим, это много ностальгии или какой-то вот, ну, минорных произведений, да? Или... А вы любите минорные произведения? Да, безусловно, да. И, конечно, Моцарта люблю, жизнерадостный такой весь, очень... Ну, сложно так сказать, конечно, сразу вот в 2 словах. Шопена очень, очень романтично, да. Да, очень много композиторов, нельзя, наверное, назвать только одного. Обычно происходит, мне кажется, для музыкантов, вот ты вот над чем-то работаешь, это вот как для актеров один проект или что, или, для музыкантов это произведение. Ты работаешь над этим произведением, ты должен это все пережить, ты должен перечитать, перемолоть, что композитор испытывал в тот момент. Ты должен знать это. Да? Ну, как-то, чтобы понять, в чем, что там, что он переживал в этот момент в своей жизни, что у него происходило. Может быть, он переезжал, может, он эмигрировал, может, у него ностальгия была, что какие-то, может быть, были трагедии в жизни. Он испытывал, может быть, какую-то потерю, любовь или смерть. Ну, в общем, это же всегда очень личное. Если музыкант пишет произведение, это значит, он что-то переживает. Или ликование, или это как какое-то счастье. Он испытывает что-то в своей жизни именно внутри себя. И мне кажется, вот это все потом через музыку передается. А исполнители — это уже как просто, как сказать, мессенджеры, да? Ты берешь вот произведение композитора, пропускаешь через себя, ты по возможности, уже по своим ощущениям пропускаешь через себя и передаешь это зрителю. Чувства, свои переживания человеческие. И если это передается зрителю, мне кажется, вот в этом весь. А вот на концертах Даниила Лозаковича я даже просто забываю, что происходит. Уже в другом измерении. И весь зал, я потом думаю, может, это я одна такая, нет, весь зал, по-моему, в какое-то трансовое состояние входит. Да, это вот поразительное воздействие, да? Это вот, наверное, музыка, и смотря кто играет, и насколько это трогает слушателя, и вот
действительно ты же совершенно забываешь, где ты сейчас, что тебе надо сделать, там в голове там, может быть, много мыслей бегут, а вот слушая музыку, вот просто забываешь, что у нас совершенно другое измерение. А зависит от настроения? Или вы умеете настраиваться во время выступления? Зависит от настроения, как вы сыграете? Зависит, наверное, немножко, но в то же время настрой ведь тоже должен быть, потому что ты должен настроиться именно на это произведение, как бы впадаешь в это, в характер, как-то не знаю, вот в это тебе надо проникнуться в этот образ, как актеры, наверное, как они в образ входят, также и у музыкантов. Вы вот ощущали эту власть над залом когда-нибудь? Ну, мне сложно сказать, это, наверное, для зрителей, для слушателей. Ну вот есть ли Вопрос. какой-то контакт? Или только Да. вы и фортепиано? Нет, конечно, есть контакт со слушателями, да. Если чувствуешь, что там тишина. Да, есть какое-то, наверное, такое чувство, когда ты вот чувствуешь, что да, происходит. А вы солируете или вы с оркестром тоже играете? И соло, и с оркестром тоже. Да, ну и преподавательская деятельность, конечно. Вот говорят, что, ну, я не знаю, как про пианистов, а для скрипачей даже один день пропуска имеет значение. Ну, то есть сразу какие-то нюансы, какие-то навыки теряются. Это правда, что каждый день, да? Это да, я думаю, что для профессиональных музыкантов это очень важно, заниматься каждый день. Это уже в твоей системе, это в твоем теле, в твоей душе, ты уже не можешь как бы не заниматься. Потому что если мы вот с 7 лет, кто-то с 5 занимается, кто-то с 7, каждодневные занятия, это уже часть тебя. И, конечно, это потом ощущается, ты чувствуешь дискомфорт, что вот не позанимался. И это как-то... Ну, чтобы утерять навык, сколько можно пропустить? Утерять какие-то... Ну, я не знаю, всем, наверное, каждому по-разному. У вас? Так сложно сказать. Не знаю. Или у вас не было, наверное, ни дня, чтобы вы не играли? Нет, почему? Бывает, что иногда бывает очень много экзаменов, или там надо сидеть в комиссии, в жюри там, конкурсов, или там преподаватель. Бывает, что пропускаешь в силу возможности, как бы не получается, что так. Но потом, конечно, надо будет сидеть и заниматься. Вот после аспирантуры в Москве, после института и аспирантуры я поступила, меня пригласили учиться в Америке с полной стипендией. И такая была возможность, думаю, ну раз дают стипендию. А вы подавали или вас сами пригласили? Нет, подавали, конечно, да. И раз уже пришло письмо, говорят, ну приезжайте, вот стипендию даем. Да, конечно, это было вообще, думаю, ой, ну надо, наверное, поехать тоже. Хотя после аспирантуры московской думаешь, ну что еще надо было бы уже преподавать и уже как бы практиковать все, что есть. Но это было интересное такое предложение. Думаю, ну почему нет? И, конечно, это было сложно. Сначала начинать без языка, сразу так. И сначала у меня был вот артист диплома называется. Туда просто берут тех, был большой конкурс, и, по-моему, 500 стран там они, и выбирали только 5. И если входишь в пятерку, думаешь, ну как, что, можно не поехать? Можно все-таки поехать, посмотреть, да. И это только 2-годичная программа, и потом я поступила в докторантуру, уже в другом штате, и в докторантуре я очень долго училась, потому что там немножко другая программа. Очень много академических предметов, очень много истории, теории, и не только исполнительства. Вот. Хотя докторантура в исполнительском искусстве. Вот. Ну и потом уже мне предложили работу, и я уже там думаю, ну надо теперь поработать, раз я уже столько лет преподавать, да? Преподавать и одновременно давать концерты, как бы вот
и то, и другое. Сколько лет вам было тогда, когда вы в Америку переехали? 25. 25. То есть в Америке вы уже 25. 25 лет, да? Получается, всю жизнь просто музыке отдали, да? Ну, в общем, да, потому что очень много надо заниматься и практиковать. И если ты столько занимаешься, ты весь, как делаешь, вклад такой большой в творческий делаешь вклад. Да. И, конечно, преподавание очень много занимает времени тоже, помимо исполнительства. А как вы выделяете студентов, которые, как вам кажутся, более способными? А, То есть вы им больше внимания уделяете? да, наверное, не знаю, мне кажется, те, которые действительно очень много занимаются или подают такие большие надежды, мы готовимся к конкурсам, я им предлагаю участвовать на каких-то конкурсах международных. И тогда мы уже занимаемся, конечно, больше, чем положено. Да, и таким образом получается, что мы занимаемся больше, чем надо, потому что если ты идешь куда-то на конкурс, это уже серьезно. Конкуренция там большая, и все с разных штатов едут на такие большие соревнования, на конкурсы. Вот. И я, конечно, благодарна судьбе, что у меня такие замечательные были студенты, и есть. Многие уже как лауреаты играли в Карнеги-холл, потому что если они получают первые места, вторые места, там какие-то призовые места их приглашают уже играть на концерт лауреатов в Вы же тоже, да, Карнеги-холл. выступали в Карнеги-холл, Да. да? Много раз, Так да? что да. Так что я очень благодарна им и ихним родителям, потому что без родительского какой-то поддержки это, конечно, бесполезно. Да, вот Потому роль что, родителей расскажите мне. да, родители – это большой вклад, конечно. Да, я, конечно, благодарна своим родителям, во-первых, что они так поддержали, потому что можно было сказать: все, хватит, отучилась, все. А они как поддерживали? Просто не мешали вам или? Да, не мешали, во-первых. Во-вторых, всегда интересовались и спрашивали преподавателей, чем можно помочь, что, куда. Если, допустим, преподаватель говорил: вот надо нам на конкурс, туда-сюда, это всегда... То есть они безотказно, всегда, да? всегда надо было не только морально, но и, конечно, финансово это всегда отражалось, да. Покупка инструмента, поддержка, потому что если ребенок занимается с утра до ночи, надо обеспечить. Да. Это, конечно, в наше суровое советское время, это, конечно, все непросто, особенно когда многодетная семья. Это, конечно, для родителей большой вклад, потому что, и потом они же, музыканты, это же не такая какая-нибудь сфера, такая бизнесовская, где ты думаешь, вот будет ребенок там каким-нибудь бизнесменом в будущем или что-то там в таком-то духе, да, что он будет там дантистом или что, врачом. Это такая сфера очень... то есть надо, чтобы родители еще понимали, вот куда стремится ребенок, и действительно поддерживать. Это, мне кажется, очень важно тоже, да. Потому что без этого, конечно, никак. Потому что преподаватели – это одно, и это большой вклад, но родители – это без этого, конечно, тоже никак. Ну и, конечно, ребенок сам очень должен стремиться, хотеть. И если вот этот вот такой вот в Америке есть понятие, что вот какой-то треугольник должен быть: родители, преподаватели и студент. Все три угла должны активно... равнобедренные. Да, если одна сторона хромает, так не получится. То есть она должна вот как-то... Такая вот пирамида должна как бы идет только в том случае, когда все три активно, целенаправленно работают. Это, конечно, большая работа. Но вы с родителями тоже, да, работаете? Или просто поддерживаете связь, да? То есть все время надо иметь такой разговор, контакт, и не просто, что вот они пришли, ушли, забрали, привели, такого нет. Это надо, конечно, всегда серьезно быть с ними в контакте, общаться. И да, это занимает огромное время, конечно, все это.
целиком, все вместе. Да, тоже, да. У музыкантов непростая жизнь, я скажу. Да. Все посвящено музыке, получается. Да, это, Да. конечно, без этого. Кайры, вот вы можете мне сейчас рассказать какой-нибудь, как вы работали над каким-нибудь любимым вашим произведением? Потому что вы до этого рассказывали. А если можно, вот чуть подробнее, вот как Казинник рассказывает о произведениях, вот как вы обрабатываете произведение? Сначала ментально, а потом вот музыкально. Вы можете рассказать? Ну, до Казинника мне, конечно, далеко. Он этим профессионально занимается. Мне просто интересно, что внутри музыканта происходит, вот когда он готовится к какому-то... Возьмите какое-то небольшое произведение, чтобы мы... А то мы сейчас с историей, да. Ну, не знаю, наверное, вот я вам рассказывала про своих любимых преподавателей, которые уехали в Израиль, Фаина Ефимовна и Михаил Григорьевич. А Михаил Григорьевич написал транскрипцию. Я вам уже сказала, что он очень много делает обработок кыргызских мелодий, кью. И так как он сам профессиональный, шикарный пианист, он это так здорово делает, что играешь, и очень все удобно, замечательно, просто удовольствие играть. Особенно наши кыргызские мелодии. И вот он написал мелодию, вот нашу Атая Огунбаева «Эсимде». Это же просто шедевр, да? Ну а Маш-Пото это просто как гимн Кыргызстана. Везде и всюду звучит. Разные у нас мероприятия на международном уровне, всегда все начинается с Маш-Пото. Вот. А Эсимде он написал. И вот я когда исполняла его, я всегда думала про Фаину Ефимовну, его супруга. Она скончалась несколько лет назад. И он всю жизнь как бы вот весь в музыке, а она посвятила всю жизнь тоже. Они вместе играли 4 руки всегда и переиграли всю фортепианную практически литературу в 4 руки. Он это тоже делал, все эти обработки. И Эсимде я всегда думаю про нее и про ее жизнь, и про то, как он ей это вот посвятил. И это очень... Вы знаете, это сразу мне дает какую-то другую атмосферу. Вот когда садишься играть Эсимде, я думаю про нее, как он это транскрипцию эту перерабатывал для фортепиано, ее образ и его чувства. И как-то, вы знаете, вот мне кажется, это все вместе дает какое-то другое наполнение, да. Потому что это народная песня, тоже очень про любовь, да? Про такую любовь, которая потеряна, которая, ну, там вот личная трагедия. И вот то, что он уже транскрипцию эту сделал, и уже играть после ее ухода, вот исполнять ее, вот когда я сажусь ее играть, мне кажется, как-то это вот, когда ты думаешь какие-то про личные какие-то такие трагедии, и чувства задевают личные струны, это вот... Это уже по-другому. У меня аж мурашки. Да, это уже, знаете, вот мне кажется, когда ты исполняешь какое-то произведение, это ты должен пропустить через себя, через свои личные чувства. Ну вот удивительно, что так вот опосредованно, да, потому что у меня сразу Эсимде — это горы, это какая-то бричка одинокая, да, ну там Данияр вспоминаешь, там, вот. Просто удивительно, да. Удивительно, как работает творческая мысль. Да, и мне кажется, когда это очень личное, оно как-то совершенно уже другие нотки там. А что кроме музыки? Кроме музыки,
Литература. Что читаете? Айтматова люблю, да. И мне кажется, вот именно что-то в нем такое очень глубокое. Потому что очень много же литературы. Очень простое и очень но глубокое. настолько Да. глубокое. Мне кажется, это вот никто вот так вот не передает. Да, и да, ну много читаешь, конечно, особенно сейчас все много еще вот на английском читаешь, английскую литературу, русскую, конечно же. Ну, еще я занимаюсь йогой. О, это классно. Это мне тоже нравится, потому что на досуге, ну, это я давно уже, когда вот в студенчестве мне это все как-то вот с друзьями мы все ходили, интересовались, и это, конечно, помогает тоже. Потому что если ты на сцене, ты должен перебороть это сценическое волнение. Оно до сих пор у вас есть, да? Конечно, у всех оно есть, и это часть просто, как у всех, наверное, людей, которые на сцене, всегда оно будет, и как-то просто надо уметь с ним жить, как-то перебарывать и как-то, то есть какие-то минусы потом превращать в плюсы просто, наверное, так. Ну, йога, конечно, очень помогает, медитация тоже, да. Вот. Но Вы это в все группу, очень в группу интересно. ходите, да, куда-то? Иногда в группу, но в основном сами, да, мы с друзьями сами занимаемся. И бывает, что мы даже на Zoom выходим, потому что каждый сидит на своей территории, потому что времени нет куда-то что-то, если ездить, то получается, что мы Ну, у просто вас выходим тренер Zoom. какой-то общий, да? Мы сами занимаемся. Так, и получается, что иногда сама, иногда вот с группой. Как получается, потому что ведь у всех расписание очень интенсивное. Ваш день начинается как? С йоги. С йоги, да? Да, занятия йоги. Сколько времени? Ну, буквально минут 40-45, Не немного. буквально, это много. Иногда 30, если не выходит, иногда 20. Ну, как получается, в какой день, смотря какое расписание, да. Вот. И потом уже, получается, бегом-бегом надо делать все дела. Конечно, надо самой заниматься на фортепиано. И потом педагогическая деятельность, и какие-то имейлы, почта, как у всех, наверное. Очень много Кто вам пишет? корреспонденции. Ну, много, если это насчет каких-то концертов. Это надо какие-то переговоры вести. Если это родители студентов, если мы к чему-то готовимся, это всегда какие-то надо вести. Вы сами переговоры ведете, да? У вас нет Да, сама веду. агента, да? Нет, сама веду, потому что, ну, агента, это, конечно, здорово, наверное, брать кого-то, потом, чтобы помощника, чтобы помогли. Вот. Ну, в будущем, надеюсь, будет помощник. А как часто у вас концерты бывают? Бывает каждые 4 где-то вот так месяцев. 3-4 месяца я играю. В смысле, один раз в 3-4 месяца? Да, потому что у меня преподавательская деятельность очень интенсивная, и между преподаванием я еще играю концерты. У вас основной заработок – это концерты или это преподавательская деятельность? Ну, я преподаю в основном каждый день и играю концерты вот с промежутками времени. Ну, просто концерты, они же дороже оплачиваются обычно, да? Да, ну просто концерты каждый день играть, это тоже очень тяжело, интенсивно, да? И мне нравится еще преподавать, потому что таким образом, мне кажется, я могу больше... Форму держите, да? Да, форму держать, но еще передавать свои знания молодому поколению, вот это есть потребность, да? Студенчеству. Да, и мне кажется, это очень важно тоже. Ну, иногда приглашают давать просто мастер-классы. Это просто когда ты даешь где-то концерт, и говорят, а вы можете дать мастер-класс? Да, с удовольствием, после концерта. Вот. Так что, ну, вот, вообще, мне кажется, жизнь музыкантов, она всегда разнообразна. Вот у нас еще педагогическая деятельность, потом ты еще где-то в жюри сидишь на конкурсах, потом, я не знаю, помимо преподавания еще в ансамблях с кем-то, если, допустим, играть с кем-то, со скрипачами, с виолончелистами.
или там в трио, или в квартете, это всегда какая-то, как говорят, collaboration. Вот. Так что это очень интересная профессия, Ну да. творческая, очень много людей, и всегда такая очень интенсивная и разнообразная. Я очень благодарна судьбе, и, конечно, родителям, преподавателям, всем, кто всегда окружал, поддерживал и вообще. А вот вопросы честолюбия вот в музыкальной сфере мне вот интересно. Ну, знаменитая вот эта Моцарт и Сальери, как бы пара. Насколько вам приходилось сталкиваться с этим? Не знаю, мне как-то Повезло. сложно сказать. Сложно Нет, сказать. вообще существует это на самом деле? Да? Ну, мне кажется, такого откровенного, прям такого очень сильного, как у Моцарта и Сальери, наверное, это Нет, ну немножко это же даже миф в большей степени. Да, больше миф, да. Но миф, он как бы отражает то, что реально Отражает существует. да, творческие люди, да. Вы когда-нибудь испытывали зависть вот, творческую? Я, по-моему, особенно так и не, честно говоря, Вот не это вас и спасло. не задумывалась над этим, да. Мне кажется, творческие люди, они настолько заняты своим делом, им как-то что внешне, что-то еще происходит, как-то они настолько в своем каком-то варятся в своем соку, вот они занимаются своим делом. Можно, наверное, у кого как, не знаю, сложно сказать так просто общее, как бы Вот обобщать, за всех говорить мне сложно. Я с вами разговариваю, у меня такое чувство, что я разговариваю с ангелом. То есть вот это сплетни, вот эти вот всякие женские стучки, интриги, это есть в вашей жизни или нет? Да, наверное, так особенно нет, не знаю. Я так об этом не задумывалась, чтобы прямо, если бы оно мне как-то мешало жить, наверное, я бы это запомнила. А что-то бывает мешает вам жить или нет? От чего вам приходилось избавляться? Или так вот у вас благополучно все шло всегда? Нет, ну, конечно, это жизнь, конечно, есть какие-то... Иногда просто мне казалось, что если я преподаю слишком много, то это очень много. Просто энергетически тебя не хватает уже ни на что. Это очень студенты, и когда ты вот отдаешь себя всю, просто не хватает тебя на что-то еще. Ты просто должен как-то восстанавливаться. И мне, конечно, над этим надо работать. Потому что если ты много очень отдаешь, ты потом должен как-то восстанавливаться сам и как-то приходить в себя. А как вы берете? Музыкой или, ну вот музыка, йога, да? Да, йога помогает, конечно, медитация очень помогает. Ну и вообще как бы думать про здоровый образ жизни, это, по-моему, всем не помешает. Да, питание, конечно, да, ходьба. А ходите вообще, много, да? Ну, стараюсь, да. Конечно, всегда хотелось бы еще больше. Да. Ну, да, мне кажется, просто если вот какой-то... Мне кажется, самое главное – это баланс, чтобы вот не терять этот баланс. Вот как и во всем, наверное, и он всегда у вас был в жизни, баланс? Ну, как, я не могу этим похвастаться, но стараюсь, чтобы был какой-то баланс. Потому что если перевешивает преподавание, ты понимаешь, что тебя уже там очень, да, слишком много. И если перевешивает, наоборот, очень интенсивная концертная деятельность, то есть это тоже очень может отразиться истощением, допустим, да, эмоциональным или что-нибудь. То есть и то, и другое может немножко сбить с толку. То есть можно вот... Мне нравится самой, ну, кому как, конечно, это же все индивидуально у всех. Мне нравится, когда вот и то, и другое в балансе. То есть и преподавать мне нравится, так, делиться знаниями как-то. И, конечно же, исполнительская деятельность тоже важна. Да. Ну, когда-то бывали кризисы жизненные? Я же говорю, я как будто с ангелом разговариваю. Все так ровно, все так... Нет, почему? Были, конечно, кризисы, особенно когда я вам сказала насчет, когда я переехала в Америку, когда надо было все сначала начинать. Это было очень сложно, это было тяжело. Потому что без языка ты вдруг вообще как на другой планете оказываешься. Ну, это просто время какое-то должно было пройти. Пока ты обустроишься, пока ты как-то сориентируешься, особенно без языка, и настолько чувствуешь себя немножко потерянным.
конечно, не без депрессивных каких-то дней, думаешь, что я тут вообще делаю. Могла бы уже после московской аспирантуры уже поехать домой и там как бы воплощать все свои идеи, преподавать и все, да. Но потом, конечно, это все приходит со временем, ты осваиваешься, обустраиваешься, немножко адаптируешься, это все берет время. Сколько вам понадобилось на то, чтобы вы заговорили так хорошо уже? Времени сколько? Ну, наверное, лет 5. 5 лет. Ну, как сложно сказать, чтобы я, может быть, сразу там не заговорила, может быть. Но помогло то, что я была всегда в университетской среде. Не просто вот поехала и как-то изолирована где-то там в каком-то своем комьюнити. Это была университетская среда, студенты из разных стран. И ты понимаешь, что ты не один, все так, ничего. И как-то все друг друга поддерживают, все друг друга понимают. И ты понимаешь, что все люди, не у всех какие-то свои. Поэтому как-то сначала, конечно, очень тяжело. Думаешь, чего, зачем, и как-то не понимаешь. Вы звонили родителям, жаловались? Да, ну, конечно, было такое тоже. Они что говорили? Да, говорили, чего ты, а мы говорим, мы вообще не понимаем, а чего ты туда поехала? Учиться. Да, так что было интересно, конечно, время. Ну, говорят, ну, учись. Какие самые запоминающиеся концерты для вас были и почему? Концерты, в смысле, Вот на которые я ходила? Выступления мои ваши, да. выступления. Ну, так сложно одно, наверное, назвать. Наверное, когда я поехала, вот первый год я была в Нью-Йорке. Ну, сначала, когда я была в Москве, это был конкурс Чайковского. Это было очень трепетно, очень трепетно было. Золотая медаль, да, по-моему? Да? Нет, это Рахманинова, да? Рахманинова золотая медаль, да. Конкурс Чайковского, это было большая честь для меня представлять Кыргызстан и играть в большом зале консерватории московской. Это было очень трепетно. Но потом, наверное, в Америке, когда я играла в Нью-Йорке, там был конкурс, и как раз я играла Рахманинова. Вот. Ну и да, и когда играла в Москве, вот Рахманинова, когда вот была медаль Рахманинова. Да, вот, пожалуй, наверное, все три. Еще когда я играла Гольберг вариации, где-то когда я играла Гольберг вариации Баха, это была для меня большая такая ступень. Это было потому, что был большой успех очень, да? Это огромное произведение, такое монументальное, написано, не все его играют, Баха Гольберг вариации. Оно идет минут 50 без повторов. Но если повторять, так оно будет идти 1,5 часа. Вот. И это огромное, шикарное произведение. Это была моя мечта выучить сыграть. И это, конечно, было для меня большое дело. И я до сих пор, ты же просто у музыкантов ты не играешь это произведение только один раз в жизни. Ты к нему потом возвращаешься. Вот. И я вот несколько раз к этому возвращалась, и вот надеюсь, что еще раз буду его играть когда-то вот в ближайшем. И да, это огромное полифоническое произведение. Вот. Ну, и вот оно держит зал все вот 50 минут, да? Да, туда, конечно, не каждый пойдет. Если видят афишу Гольберг вариации, это пойдет только тот, который знает, что это такое. Это такое интеллектуальное очень произведение Баха, Иоганна Себастьяна Баха. Там очень много полифоний, пластов и очень сложное как бы для восприятия. Но те, которые знают, что это произведение, которое обожает Баха, для них это просто высшая степень удовольствия. Послушать это произведение живьем, это как бы такая редкость. Ну, сейчас больше и больше, конечно, играет, но вот раньше это было совершенно, то есть только те, которые знают, что это такое, пойдут слушать это произведение, потому что без подготовки его не послушаешь, можно сказать. И как много людей приходит на вот... Был полный зал. Полный зал, да? Полный зал. И, конечно, это были не те, которые просто пришли
послушать Баха. Ну, конечно, были такие тоже, но те, в основном это были знатоки, которые уже слушали именно Гольдберг-вариации, наверное, в разных интерпретациях. И некоторые просто едут куда-то, если видят, что где-то играется Гольдберг-вариации, они туда едут. В общем, есть такие фанаты, которые именно вот моя прекрасная преподавательница в Москве, профессор моя, она специалист по Баху, Вера Борисовна Носина, она баховед. У нее очень много книг по Баху, и она, конечно, специалист просто. И, конечно, я с ней тоже консультировалась, всегда я с ней на связи, она просто такой шикарный специалист. И, конечно, я ей все время с ней тоже на связи, и всегда спрашиваю ее мнение, совета. Конечно, играть Баха для меня была большая честь, Гольдберг-вариации. Особенно, если ты учишься, как бы ученик и твой наставник Вера Борисовна Носина, это большая честь. Да, Да, конечно. это... А вы сами, наверное, физически устаете, да, за эти 50 минут? Физически сильно не ощущаешь, но ты ощущаешь очень, наверное, потому что концентрации много. Да. 50 минут. Это потому что это Бах, это очень требует много фокуса, концентрации, да. Да? Рахманинова, я играла третий концерт Рахманинова. Это тоже одно из таких монументальных произведений с оркестром. И это было как раз в прошлом году, в сентябре, там вот в Америке, в Нью-Джерси, в Принстоне. Это тоже был такой большой проект для меня. И я, конечно, к этому долго шла и много занималась. Это произведение действительно не только интеллектуальное, но оно физическое, очень сложное. Оно очень сложное произведение технически. Оно тоже идет 50 минут с оркестром, и там оно просто очень сложное. Оно просто очень сложное. И играть его тоже, это для меня была большая мечта. Вот я все думала, вот это Гольдберг-вариация, это мечта, и вот Рахманинова третий концерт, это тоже была большая такая цель, мечта, планировать и играть. Это было большим таким. Я так понимаю, вот играть такие произведения, это высшая лига уже просто, да? Да, мало кто, наверное, играет, да, из музыкантов? Да, это вот редко, наверное, играют музыканты и то, и другое. Ну, сейчас больше, конечно, много музыкантов больше играют виртуозных произведений, да. Но Гольдберг-вариации это не совсем такое спортивное произведение, это больше интеллектуальное. А Рахманинова третий, да, он действительно очень сложный технически. Но не только технически, это очень требует много эмоций, эмоциональных. То есть вы, получается, к концу эмоционально выматываете, да? Да. Когда уже вот отыгрываете, да? Да, потому что это очень много эмоционального всплеска. А вот какие эмоции? Разные. Да. За все эти 50 минут ты очень много разных эмоций испытываешь. То есть вот так, да? Да, вот так да. Эмоции зашкаливают, очень разные. Это, конечно, вот это очень такое произведение знаменитое, и его тоже, конечно, не все играют. Но оно очень популярное, слушают его многие, потому что послушать это такое тоже большое счастье. Я вот сижу сейчас и понимаю, что я сижу с выдающейся пианисткой. Правда, я не совсем разбираюсь в музыке, но вот я понимаю, что исполнение вот таких вещей это вот прям высшая лига, конечно, да. А вот вы какими восхищаетесь музыкантами?
современными? Мгм. Ну, из современных мне очень нравится Раду Лупу. Он недавно скончался. Это румынский пианист Раду Лупу. Конечно же, Евгений Кисин из пианистов. Сейчас из китайских очень много популярных, шикарных пианистов. Есть такая Ю Джаван, прекрасная пианистка. У нее просто феерические способности, технические, ну и не только. Ну, очень много, конечно, так сразу вспомнить. Николай Луганский, московский прекрасный пианист. В Китае, говорят, на сегодняшний день 30 миллионов пианистов. Там все играют. 30 миллионов? Да. Это просто поразительно. Ну, там, наверное, всего будет по таким же цифрам. Да, там пульт вообще, надо отдать должное китайцам. Каждый ребенок практически играет либо на рояле, либо на скрипке, либо на еще что-то. То есть конкуренция в этом смысле в мире будет расти, потому что там, ну, технически уже некоторые вещи просто не догнать, по-моему, то, что умеют китайские пианисты, да? Да, и у них, конечно, дисциплина просто шикарная. Вот сколько эти детки занимаются, и потом вырастают в таких шикарных. То есть дисциплина еще больше, чем у вас? Просто, по-моему, весь мир поражается дисциплине китайского народа. Они действительно, по-моему, очень многого добились. Я, когда поехала в первый раз в Китай, так получилось, что была такая поездка очень разнообразная. Я потом приехала и говорю, вот даже не сопротивляйтесь. Китай будет править миром просто из-за трудолюбия. Просто это не будет войной, это будет просто вот потому, что их много, и потому что они чрезвычайно трудолюбивы. Ну вот мой прогноз такой. Да, у меня в Америке очень много студентов китайского происхождения, и действительно они просто таких успехов добиваются. Помимо способностей, помимо природных каких-то данных, трудолюбие — это, конечно, что-то невероятное. Да. А для пианиста, я смотрю, вот ручки, для пианиста же важно же вот такие руки, длинные пальцы. У вас так, женская ручка, красивая, да? Или это не имеет такого значения, или это просто миф? Ну, наверное, имеет значение. Но еще надо уметь как бы пользоваться. Я думаю, что беглость пальцев вы имеете в виду? Да, беглость пальцев, природная беглость пальцев, это, конечно, очень важно. Но еще, конечно, очень важная, еще раз хочу подчеркнуть, очень важная часть всего этого тренинга, и это преподаватели, это как тебя научат, как тебе поставят ручки, как это все с самых-самых азов, это как тебе поставят еще даже все. Постановка руки, постановка техники, постановка всего того. До того, как ты вообще начнешь чего-то делать, это все самые основные для начинающих. Это, конечно, огромный труд от преподавателей, конечно. Да, так что это большая работа от действительно учителей. Я думаю, что, может быть, иногда у нас недооценивают труд преподавателей. Ну, конечно, недооценивают, безусловно, да. Потому что это база, это столько, которая... это же потом, просто потом это профессия. Потом определяет судьбы людей, да, преподавателей. Это вот надо понимаешь, что эти люди подарили тебе профессию. Жизнь, судьбу, да, и насколько они повлияли, и как они вообще... Ты просто понимаешь, что они тебя вели по какой-то такой тропинке. И... Что для вас любовь? Ну, сложно сказать, наверное. Ну, а не забирает она у вас силы, допустим, если какие-то проблемы там? Как это вообще связано? У вас вот просто музыка, только музыка определяет всю вашу жизнь. Я вот сейчас как послушаю. И вот когда какие-то, если какие-то взаимоотношения возникают, какие-то сложности, не забирает это силы вот от творчества? Или наоборот? Ну, смотря какие, наверное. Это, наверное, для каждого по-разному. Ну, как для вас, да?
Да, иногда это придает силы, да. Иногда, может быть, это отвлекает. Поэтому, мне кажется, творческим людям это сложно, наверное, совмещать все вместе. Вот так, да? Творчество с личной жизнью, я вот думаю так. А я Потому вот что- разговаривала, у меня тоже много же друзей и режиссеров, они говорят, наоборот, для впечатлений, вот чтобы нам что-то создавать, ну, некоторые из них, нужны впечатления. Вот такая есть позиция. Вот. Ну, впечатления нужны, наверное, в принципе, по жизни, потому что ты человек, это ты ощущаешь, это же все эти чувства потом передаются через музыку тоже. Да. Так же, как ты читаешь какое-то произведение или смотришь театр или кино, ты потом это все переживаешь через себя. А кино любите, да? Да, тоже. Вам какие фильмы нравятся? Мне нравятся старые фильмы. Я люблю всякие очень-очень такие классические старые фильмы. Я пересматриваю, я новые уже практически не смотрю. Новые как-то Да. не так. Ну, я не знаю, наверное, там есть своя. Что-то уже не могу, как будто что-то выхолощенное. Для, наверное, более таких молодого поколения. Конечно, сейчас очень много каких-то эффектов и фейерверков и всего такого, такого очень блеска. А в Кыргызстан часто приезжаете, да? Стараюсь раз в год. Раз в год приезжаете? Да, Надолго? с родителей, повидать всех родных. Да. Да. Вы здесь концерты даете же, да, когда Да, приезжаете? даю. В этот раз я еще не играла. В прошлом году я выступала, и приезжала я по приглашению Мурата Акимовича Бегалиева. Он был ректором, сейчас он директор оперного театра национального. Вот. И было приглашение, потому что это был юбилей консерватории. И там еще была инаугурация рояля. Там купили шикарный, да, подарили, я так понимаю, подарили шикарный Стенвей с Гамбурга, да, и как бы вот была такая большая честь приехать, поиграть на открытии таком. И это был форум, я так понимаю, это был форум ректоров всемирный такой, международный. Вот. И вот я играла на этом концерте, на шикарном Стенвее. Вот. В этот раз планируется концерт или нет? Мы сейчас ведем переговоры. Позапрошлом году я играла концерт в филармонии с друзьями, с Эрнисом Асаналиевым и его супругой Аидой Ташибаевой. Мы играли трио. Я играла в первом отделении, я играла сольным, а во втором отделении мы играли трио, потому что мы все учились в Абдраево и друзья с детства. Вот такой был хороший концерт. Это был юбилей моих родителей. И как раз вот... Сколько лет? Моим родителям. Сейчас 83, это был 80-летие было юбилей. И 50 лет совместной жизни. Что это был двойной такой юбилей. И вот мы справлялись с таким концертом классической музыки. Было очень приятно видеть всех родных педагогов с нашей школы, Абдраева, с консерватории, с Куренкеевки, потому что не каждый раз получается повидаться со всеми. Вот, потому что очень, сначала я вот в Абдраево 11 лет училась, потом я в Москве была 8 лет, потом уже в Америке так долго. Поэтому не каждый раз получается всех повидать. Очень было приятно, трогательно видеть всех родных преподавателей. Слушайте, мне так понравилось с вами разговаривать. Вообще я так благодарна Гульнуре. Спасибо вам, что так не устали? Нашли время. Нет, не устали? Абсолютно нет. Спасибо огромное вам, что Ой, спасибо вам. Знаете, я просто, во-первых, мне нравится, что вы, такая откровенная, такая открытая. Во-вторых, что вообще никто вас не знает. Потому что для меня, я как первооткрыватель, получается. Я была очень рада, мне было очень приятно с вами общаться. Спасибо, мне тоже было очень приятно. Может быть, вам хочется еще что-то сказать? Вроде все обсудили. Вы так хорошо ведете разговор, очень плавно, во всех сферах. По-моему, все темы затронули. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Я рада, что познакомилась с вами. Да, спасибо вам огромное.